Новое радио. Всем еще раз привет, дорогие слушатели. Теперь девчат не одни. Мы с Фаридой... Девчат не девчат? Девчат не девчат, потому что здесь была я и Фарида, а к нам сейчас присоединились Фарух Хасанов, прекрасный певец, и Натан, тоже певец. Он пишет песни. Он при этом учился со мной, кстати. Натан мой однокурсник. Да. Мы вместе учили магистратуру, и сейчас я вот работаю на радио, а он поет песни. Магистратура чизи аджибаст, да? Да. Мы поняли, что такие закончили, получили диплом, такие пока Натан, пока Хубон. Пойдем по разным дорогам. Все, как дела, ребята? Добро пожаловать. Здравствуйте, ребята, здравствуйте, добрый вечер, Душанбе. Ваш разговор просто был похож на фильм «Форсажи», где Доминик Торетто говорит «family». Да? И в конце такие... Дороги разъезжают. Да. Мы с тобой поняли, что мы вообще не международники. Да, мы поняли, что это чуть-чуть не наше, да? Да. Чуть-чуть больше, чем совсем. Да. Мы чуть-чуть ушли в другую сторону, но при этом мы же получаем от этого наслаждение. Фарух, тучи. Магистратура донишгоҳ дар ҳамон соҳа аст ё ки ранги Хубон ва Натан? Это какой-то плохой пример был, типа как Хубон и Натан? Опять мы плохой пример. Ман ҳамон журналистиро тамом кардам ва ҳоло ба касби худам инҷо нишастам, хотя ман низ дар дигар соҳа кор мекунам. Кори асосии ман низ дигар соҳа аст. Барои ҳамин ман мехостам аз Фарух пурсам. Я закончил бакалавриат, и после этого я пошел, отслужил, и все. Я подумал, что раз я музыкант, то пока что мне не нужна моя степень. Фарух, ман низ магистратура хондагӣ не. Ман ҳамон донишгоҳро дар назар дорам. Бакалавриат. Все ясно. Кадом соҳа буд? Международные отношения, да. Боз як каси дигар. Да. Фарух, как дела? Я, кстати, тебя поздравляю. Не только с тем, что у вас выход новой песни. Ты женился, ты женатый, прекрасный мужчина. Как себя чувствуешь? Расскажи нашим слушателям, которые сейчас думают, жениться, не жениться. Фарух, аз ёдат набарор ки шояд занат ҳоло гӯш карда истодааст. Да, возможно. Смотрите, ребят, я чувствую себя идеально, лучше. Реально. Во мне открылись некоторые еще вот эти нейроны, как говорится, новые способности. Ответственность, да, вот я чувствую себя уже более взрослым в каком-то смысле, и я рад этому. Это большой поворот в моей жизни, это новая глава в моей жизни, и меня это радует. Все хорошо. Хубон, ягон фикрат рокон. Натан, расскажи, пожалуйста, я знаю, что ты тоже женатый мужчина, хоть ты делаешь вид, что ты это скрываешь. Да, это женатые мужчины, поэтому слушатели не думайте, что Фарида и Хубон позвали к себе Фаруха и Натана, чтобы поболтать, не знаю, что это наши друзья, это женатые мужчины, верные, добрые, мы их знаем лично. Натан, расскажи, как тебе быть женатым мужчиной? Более чем отлично. Почему? Потому что, все замечательно, если брак по любви, естественно. То есть, когда ты очень сильно любишь человека, смысл не узаконить ваши отношения. Естественно, все будет замечательно, если это все по любви. Это прекрасно, что у вас по любви. Я прям сейчас растрогалась. Да, я очень люблю свою жену. Я тоже люблю твою жену. Мы все любим ваши жены, ребята, все любят. А теперь расскажите, пожалуйста, о песне, которая скоро выйдет. Точнее, она уже вышла. У нас сегодня премьера будет в 7. Как это создавалось? Если я не ошибаюсь, это второй ваш совместный трек, да? Да. Я начну, пожалуй, да. В общем, как все было? После первого проекта «Ярко горит» с Натаном мы увидели вот отзывы, всякие активы у наших подписчиков, и как она крутилась в некоторых наших заведениях постоянно на протяжении года. И да, мы еще раз посидели вместе, такие, давайте замутим еще одну версию такого рода песни, такого формата, я имею в виду. И мы сидели в студии, это было 12 ночи, да? Где-то я пришел, после работы. Где-то так. Мы увиделись, встретились на студии и посидели где-то до 5 утра.
он отвечал за текст, вот, а я отвечал за музыку. Мы вместе сидели и вот создали вот эту самую песню. Это было очень шикарно. Я помню еще где-то в середине вот этого вот творения мы проголодались очень сильно, мы искали, где бы покушать. Вот. Творческие люди, я бы сказал, да? Вы даже не думали о еде. Такие, да, мы вышли нужно искали творить. какие-то места, которые, открыты в такую позднюю ночь. Вот в итоге все решилось. Дальше продолжит Натан, как вы поели, да? Интересная ситуация произошла. То есть у Фаруха тогда была машина до того, как он женился. А сейчас у него нет машины. Яке аз минусо зан гирифтан. Свадьба удовольствие не из дешевых. Да. Фарух адай худро наметовна. Мерседес. А вы уже продали, да? Я думал, это реклама идет. Кому нужна машина? Алакай гуфтку, то туяшро машин дошт. Натан истинный друг, без сарказма не может. Абсолютно. Некоторые детали машины были сломаны в ту ночь по моей вине. Да. Настолько. То есть, да, мы работали достаточно плодотворно, после чего такие, нужно поесть все-таки, наверное. Мы уже сидим где-то 5 часов на студии. Выехали, и сколько раз я... 4 раза ломал ту пластиковую штуку, которая на полу машины. Я уже смирился с этим, я такой, Натан, пусть будет. Он буквально за полчаса до этого говорит: придется продавать машину, и сейчас мне нужно будет ее прям вот в порядок привести, в идеальное состояние. Я говорю, хорошо, мы едем кушать, я сажусь в машину, не отваливается. Вот пластиковая штука, это что, тормоз? Вот какая-то пластиковая штука. Иману хубон ки я тоже не понимаю. И я, если честно, подумала, Натан был настолько голодный, что такой, что здесь есть? Я становлюсь Халком. Так и было, да, он просто сломал мою машину в некоторых случаях, и он пытается починить это. Он ломается еще сильнее. Да, он такой положил, все, он такой, не буду трогать больше. И когда мы вернулись, он опять же выходит из машины и снова сломает вот это. Натан творческий, опять же, творческий человек, международный. Я просто торопился поесть в первую очередь, потом я торопился на студию. Это не нужно. Хубон ман фикр мекардам ки фақат духтарон дар вақти гурусна будан. Творческие люди тоже. В целом, если честно, все когда голодные, недовольные жизнью. Да, есть такое. Аминаш хуб ки ту машина дори, ман машини ту ро ягон чи намекунам. Да, ту намебахшиди, хубон. Я не Фарух. Так и теряем, друзья. Я не Фарух. Ногуфта намонад ки яке аз сарпарастони барномаи шоу диҳчат ин ресторан Персия мебошад. Ба фикрам аллакай бисёриҳо дидан кардан ва ё шунидан дар бораи ин макони хеле ҳам зебову аҷиб. инҷо саволе ба миён мебиёяд ки чаро аҷиб? дӯстони азиз, баробари дохил шудан ба ин ресторан шумо аз ҳамон дизайни ресторан хеле ҳам дар як ҳолати аҷиб қарор мегиред, чунки онҳо тавонистанд ки 2 асрро якҷоя кунанду онҷоро ба як макони хеле ҳам зебову нотакрор табдил диҳанд. Действительно, нашим вкусным партнером является ресторан «Персия». Ты правильно отметила, что у них прекрасный интерьер, но мы не забудем и скажем, что у них при этом очень вкусная кухня. У них доступные сцены, и при этом каждый день живая музыка. И они устраивают столько мероприятий крутых, что мы советуем на них подписаться и быть им так же верны, как девчата. бале хубон ва ногуфтанамонад ки меҳмони имрӯзаи мо Фарух. Ба фикрам Фарух, агар хато накунам, дар кушодашавӣ ҳамин ресторан дар он ҷо ҳузур дошти, бале? Абсолютно верно. Мне лично нравится это заведение. Почему? Потому что первый раз, когда я зашел, я увидел на руках Куруши Кабира iPhone. И я такой... Понятно. А что? Да, я был в шоке реально, и я в восторге от кухни тоже. Мне до сих пор нравится там ходить постоянно. Мы с семьей часто ходим туда. Мне нравится. Вот видите, мы вам плохого не посоветуем, но при этом мы не забываем, что наш технический партнер является Soft Group. Вот слышишь, как звучит наше радио? Видишь везде камеры? Yes. Все под контролем благодаря нашим техническим партнерам Soft Group. Поэтому, если что, можешь и к ним обращаться. У них и айфоны тоже есть. Не успокойся. Да, у тебя. Так, вернемся еще раз к нашим гостям. Ребята рассказали, каково это быть женатым мужчиной.
рассказали про плюсы. Я думаю, о них многие их замотивировали. Сейчас все 15-летние мальчики такие: ой, я тоже хочу себе жену. Но не торопитесь. Подождите, ребята. Да, ребята заработали, ребята финансово обеспечивают и себя, и жену. Они понимают эту ответственность, поэтому не нужно думать, что вот сейчас пошел и женился, и все будет отлично. Сложный выбор. Есть такой сложный выбор. Где-то ты ездишь, плачешь. Мы до этого говорили о музыке, о жанрах музыки. Я хотела, чтобы вы нам рассказали чуть-чуть о жанрах, которые предпочитаете вы. У нас, как в Таджикистане, в нашей стране же больше любят эстрадную музыку, да? Желательно на таджикском языке. Как вы к этому относитесь? Как вы именно вокруг себя создаете это комьюнити, этих ребят, которые слушают вас? Мешает ли тебе то, что, условно говоря, ты не каждый день можешь участвовать на свадьбах, потому что ты не поешь? Понятно, да. Классно, да, я показала? Да. Существует некий парадокс здесь. То есть есть определенные два формата, скажем так, аудитории в Таджикистане. Одни слушают чисто свадебные темы и вот эти вот выступления тпр, как вы сказали. А второй формат — это чисто который вот отвечает за формат СНГ, который, в СНГ больше всего слушают и популярны в TikTok-платформах, международных платформах. Ты, естественно, выбираешь из этих двух одну аудиторию, и ты можешь, когда выбираешь центральную аудиторию, ты можешь навсегда попрощаться, скажем так, с другой аудиторией, потому что тупо потеряешь 100 тысяч, допустим, просмотров, и выбираешь 10 тысяч просмотров. А эти 10 тысяч просмотров, они чисто вот, которые слушают Джонни, слушают Сафар Мухаммада, слушают остальных топ-звезд. И, естественно, мы выбрали вот этот путь. Мы сейчас работаем над жанрами Deep House. И я постепенно уже перешел на афро-стайл, потому что это сейчас в тренде. После хита Корлеона это стало очень-очень даже популярной. И в Африке, вот то, что в Африке делают сейчас во всем мире, это крутится очень хорошо. Мы тоже решили не отставать от тренда и заниматься этим пока что. Ты не сожалеешь о своем выборе? Нет, конечно. Я изначально не хотел выступать на свадьбах, потому что я вижу себя в других сферах. Я человек, который всегда ищет что-то новое в музыке и делает постоянно импровизационную такую тему, дабы отличаться от некоторых певцов и, скажем так, стать популярным в кое-каких других, скажем так, сферах музыки. Да. Это гораздо лучше, когда ты уже будешь номером один, понимаете? Да. Натан, что ты скажешь? Я хотел бы касаемо именно вот комьюнити добавить, то есть те ребята, с которыми мы работаем, у всех абсолютно разные интересы, абсолютно разные вкусы в музыке. То есть нет такого, что мы все сошлись на дипхаусе и все, мы делаем дипхаус. Нет. Мне кажется, в музыке в целом я к этому пришел сам постепенно. То есть изначально я делал аудиостихи, это был некий, наверное, олдскульный даже рэп, что-то типа такого. Мне кажется, в музыке человек должен быть меломаном, но придерживаться именно, делать именно то, что ему нравится. То есть человек, который отвечает за бит на новой песне, Янике, ему отдельная благодарность за это. То есть человек абсолютно гениален, он любой жанр может сделать, но он может слушать и тяжелый рок, и классику, и фонк. Я не знаю, очень много жанров можно перечислять, но при этом он, он спокойно лавирует между жанрами, и именно это позволяет вот и Фаруху, и мне, и Янике, и другим ребятам, с которыми мы работаем, именно сработаться вместе. В процессе уже это все выдает вот некий такой симбиот, который нравится уже большинству людей. Нет, согласна, потому что действительно то, что вы делаете, это не рассчитано исключительно на таджикскую аудиторию, да, потому что мы понимаем, что наши ребята хотят выступать и за пределами Таджикистана. Я даже объясню, почему. Есть такое понятие, как... То есть намного больше людей, намного более востребованные, больше людей идут на концерты звезд из-за рубежа. То есть, допустим, есть такой человек, как Кирилл Медников, о котором никто не знал в Душанбе в Таджикистане, только, наверное, его друзья, знакомые, но как только он выступил на шоу-песни, тут же волна хайпа в том плане, что, это наш человек, вот. Поэтому, как я считаю, в приоритете лучше подняться уже в СНГ
а после уже здесь как бы о тебе само собой узнают. ولی باز یک جهت دیگر رو از یاد نمیبریم که چون که فاروق قید کرد که همین سوها رو اول انتخاب کردن با فکر من تا چند روزایی که در یاد من است قریب که تمام همه حافظانی که هوا هستن اول صاحب یک جدایی شدن تا یک جای رسیدن همه آنها در چند سال اول محض همین راه دو بودن یک نمود میخوندن ولی از سبب آن که ما در تاجیکستان هستیم و همون جمعیت طلب میکند از چی سبب باشد که من اهمیت دادم تمام حافظهایی که در شروع در دیگر ساحه میخوندن اول که همه آنها موسیقی رقصی تویو نمیخوانند شاید این از حساب فینانس باشده برای در آن ساحه پول زیادتر است فکری تو چی است فاروق تو 100% باوری داری که در آینده شاید یگان احتیاجاتی نمیشود و تو نیز همین فکر خود را عوض نمیکنی چون که ما میدونیم در حقیقت هم در زندگی ما همه کاری که ما میکنیم برای صاحب یگان چیز شدن در بین خلق بودن. Вы абсолютно правы в этом. Смотрите, значит, я иногда пою на свадьбах, но это чисто, когда свадьба моего друга или моего родственника. Вот он попросил, я вышел, выступил где-то 20-30 минут. Хорошо, это поздравление, типа. А вот если конкретно задуматься об этом и записать какие-то танцевальные туйона хиты, чтобы выступать целеобразно, только свадьба, зарабатывать на свадьбах, нет, это не мое. Потому что у меня помимо карьеры есть еще своя работа, где я работаю, и я работаю переводчиком, и меня все устраивает. Да, и музыка для меня это больше, чем хобби получается. Натан не знал о твоем заработке. Серьезно? Да, я Вы действительно, работаю. вы знакомы? До создания песни. Да, откуда у меня машина-то не задумалась? Переводил, получается? Вот, получается, сейчас все меня устраивает. У меня есть музыкальная группа в Душанбе Бэнд. Мы выступаем в разных определенных точках в Душанбе по контракту. И все довольно-таки стабильно пока что идет. Я не нуждаюсь на свадебных этих заработок. Пока что все так. Раньше же как часто подвергались критике. Например, есть блогеры, которые у нас говорят, мы ведем шоу на русском, Фарида ведет на таджикском, но при этом нам пишут, что вы там ведете на русском, потому что это новая российская франшиза, но нам об этом говорят. А вы, тем более певцы, вы же знаменитые, вас знают, и вот пишут же такое, ты что, не мог на таджикском написать песню, буквально что это? под последним постом, вот с релизом этого трека, там есть подобный комментарий, что типа как говорят, мемрин точки бухоны. Да. Аба ман гуфта будан ки натан точки тамоман гап зада наметавонад. Натан. Ҳама ки айрӯи комментарияҳо ҳама чиро яд. Он уже научился, жизнью научился. Да. С 5 лет в Душанбе расту, поэтому невозможно не научиться. Да, Натан очень хорошо говорит на таджикском. Он знает, какие фразы нужно знать в Таджикистане, чтобы выжить. Поэтому он с именем Натан выжил. Да, когда у него проблемы, он всегда кричит «Таджикистан бафеш» и все. Его проблема сразу же. Это так и есть. У нас всегда решаются проблемы. Вы знаете, что у нас на странице был пост, что вы сегодня будете у нас гостями на новом. И были очень много вопросов были заданы вам. Общие вопросы. Вот, типа, а вот это Натану, а вот это Фаруху. Поэтому я начну задавать, если вы готовы, ребят. Давайте. Первый вопрос. Как так получилось, что два женатых мужчины поют о прошлой любви? Можно, да? Я отвечу, да? Да. Если нет вариантов. Да. Изначально, в целом, вот сама песня, да, она грустная, хотя звучит она весело. Суть в чем? Суть в том, чтобы не писать о том, что у тебя вот все плохо и так далее, потому что это так и есть. Да. У него все хорошо в семье, у меня все хорошо в семье. Это, скорее всего, песня о том, что мы боимся, если случится. То есть, действительно страшно, если вдруг ты со всей любовью своей жизни и тебе придется там ночью вспоминать. Выкручиваешься. Да нет. А он молодец. Он же отвечает за меня. Супер. Он также думает, честно. Я также думаю, брат. Телеграмма ниго кардестам тарситестам уже. Почему? Макс какой-то написал вопрос Натану, а и печатает. Очень длинный вопрос Натану, а пока Макс пишет вопрос Натану, я задам вопрос от
Технокила в Опачки, Инстаграме. это Да. наш хороший друг, да. Поэтому вопрос для обоих исполнителей. Ждать ли от них новые песни в будущем? Естественно. Да? Естественно. Конечно, да. Но вот вы до этого говорили, что ваша первая песня ждала выхода целый год. Да, кстати, да, так было. Так было. Почему? Потому что у меня были свои идеи, свои недоделанные проекты, и я обычно по дедлайну работал, и я хотел, чтобы я доделал вот эти самые материалы, потом взяться за крутой проект с Натаном. Потому что каждая работа вместе с Натаном — это удовольствие просто, это кайф. Ой, спасибо. Я не хочу, чтобы это быстро доделалось, я хочу наслаждаться вот именно процессом, потому что действительно настоящий профессионал и любит свое творение. Это чувствуется сразу. Ну, если дуэт действительно классный, то почему бы не творить? На самом деле. Планируется несколько еще песен. Мне очень хотелось бы выпустить что-то спокойно лиричное по типу песни «Невеста», которая есть уже у Фаруха. Да, что-нибудь в этой стилистике. И, естественно, Deep House, наверное, или латино, или афро, что-нибудь движниковое, оно тоже будет. Да. Тогда перейдем к следующему вопросу. У нас от anush.of7 пишет: Фарух, вопрос к вам. Вопросов нет, просто капитальный красавчик, продвигающийся сам без продюсеров, просто талантище. И вот где-то безумно можно быть первым. Там волк качается. Да. Но у нас есть вопрос от Абдулло, нижнее подчеркивание А, для Натана. Вопрос. Натан, душевно вопрос к вам. Какие у вас планы в пятницу? Опачки. Это завтра? Завтра, Абдулло, очень странный вопрос для Натана. Я так далеко в жизни не планирую, честно говоря. Давайте оставим это, пожалуйста. Хорошо. Абдулло, напишите Натану лично. В директ. Baby, calm down. Вопрос от Niyozov.com91. Фарух, вопрос к вам. Есть планы участвовать в музыкальных шоу на российском телевидении, как это сделали Даниэль, Кирилл и Фахридин? Замечательный вопрос. Друзья, может быть, если найдется, кто приглашает на такое подобное шоу, окей, но сам пока что не планирую, потому что это занимает очень много времени и очень многих сил. Я пока не готов на такое. Не готовы, да? У нас есть вопрос, Фарида зачитает. Макс, там два вопроса. Чиба да шери бгенша пешум бия. Мегаки хидыш бия, хидыш рафтана метуна. Я ж продал машину, вы чё? Теперь на такси. Йо, айзаныш метарса. Скорее всего. На самом деле, скорее всего, на бензине экономика на климате. Ты действительно говоришь, что ходишь пешим бия-бия. Я тебя знаю как молодого человека, очень уверенного в себе. Да, он сам ходит, самостоятельный, он добивается девушек, а тут ты в песне такой, ходишь пешим бия, еще так самоуверенно говоришь. Действительно, рафтономет? No comment, друзья. Тебя поймали. Меня поймали очень жестко на месте преступления. Макс, спасибо большое за это. Второй вопрос Фарида. Да, я уже боюсь. Саволи Натан? Да. Барой ном савол дадагия Натан ки чаро барой худ ин номро интихоб карде. Почему-то наш Макс посчитал, что Натан это сворованное имя. Да, мы хотели карда, барой миханди, да. Он подумал, что твои родители бы не назвали бы тебя Натан. Натан, паспорт ты хотите? Да, конечно, у меня паспорт с собой, меня зовут Натан, то есть я не выбирал, это выбрала мама, за что ей спасибо. Макс, бахотили ту, амин паспорт ромемоне. Да. Если бы вы знали, сколько всего я выиграл в спорах касательно моего имени, то есть когда люди такие, не верю, я говорю, спорим. Паспорт с собой, конечно, такие, блин. А вот тот Натан, вот тот, я говорю, не, того Алишер зовут, спасибо. На самом деле, кстати. Да, это действительно настоящее имя Натана. Мы же до этого говорили, что мы с ним вместе учились. Он Мамедов Натан. Он поэтому Мамедов Натан. У него прекрасное имя. Поэтому, Натан Нутелла. Что это за каламбурчики от Фаруха сейчас? Что это было? Кто сказал? Кто-то, не знаю. Наверное, мой друг это сказал, по-моему, да? Да, сейчас можно перейдем к своим вопросам, да? Фарух, можешь сказать про людей, которые тебя вдохновили
на то, что ты выбрал вот этот музыкальный путь? Я везде это говорю, всегда это говорю. Самый первый человек, благодаря которому я начал любить свое дело, начал любить музыку, это канадский исполнитель Джастин Бибер. Вот, многие его знают, он мировая звезда. Да. Вот, и он меня до сих пор вдохновляет, и я постоянно работаю и пытаюсь учиться у него какими-то, не знаю, сценическими вот этими харизмами или где и как себя вот вести в подобных ситуациях. А конкретно говоря о таджиках, которые, сейчас мы с ними работаем, это, опять же, Натан Душевно, это Яники, человек, который продюсирует все наши материалы. Кстати, Ройс. Оба трека. И «Ярко горит», и «Последней ночи» тоже делал битон. И Ройс, который профессионально записывает, и все остальные ребята, которые сейчас с нами работают, они, естественно, вдохновляют в этом пути. Если они перестанут работать в каком-то плане и не будут помогать в этой сфере, я просто не понимаю и... Да, с кем потом дальше работать, потому что это реально такой большой труд, потому что я помню, как мы только начинали, это была жесткая тема. Этот формат не был еще популярен, и никто в этом толком-то не разбирался. Если ты хотел выпускать какую-то песню, естественно, делал бы на таджикском, и, естественно, там добавлялись какие-то таджикские инструменты. А если ты захотел что-то на уровне СНГ, то ты, естественно, обращался бы к узбекам, например, к нашим соседям, или же в Россию, да, собственно говоря. Меня радует тот факт, что в Таджикистане уже начали заниматься такой музыкой, и это прогресс очень сильный, очень большой. Это... Теперь мы знаем, кто вдохновил Фаруха, а кто вдохновил Натана на то, чтобы он начал исполнять, зачитывать рэп, писать песни, становиться таким знаменитым. Кто это? Это, по-моему, это в целом было... это судьба, наверное, потому что изначально это со школы еще пошло, то есть я попал только я учился в 20-й школе, я прихожу 1 сентября на линейку в 1 классе, мне говорят: ты будешь на линейке выступать. Говорю, вот так, да? Без права выбора. На вот это вот, на листочек. Потому что ты Натан или... Наверное, они такие, это вот с Black Star, который... Это он. Это он, да. И в целом, с детства, это, скорее всего, не скорее всего, а точно маме спасибо, потому что я еще не мог читать, но когда мама и бабушка, им огромная благодарность, они читали просто мне или стихи, или рассказы, я их рассказывал наизусть, хотя я не умел читать, то есть это изначально было. И после уже, естественно, люди, то есть те ребята, с которыми я работаю, мои друзья, Фарух, Яники, Ройс, там, Абдусатор, Абдулло, не знаю, их очень долго можно перечислять. Да. Естественно, мой любимый человек тоже вдохновляет на определенного рода произведения. Это Фарида, это не ты. Ой. Жарко стало, ребят. як орзуи нав пайдо шуд ки ягон кас омадаам хеле гӯяд дар бораи ман. Дар ҳақиқат ҳам ҳамон соҳае ки жанре ки шумо интихоб кардагед, чӣ жанре бошад набошад, дар ҳақиқат ҳам аллакай тавонистанд ки ҳамин чизро ба як сатҳи баланд бардоранд. чунки маҳз ҷавонон бисёр ҳамин дар чӣ ҷойҳои обозӣ, дар тамоми заведениҳое ки навҳӯй мешаванд, тарабхонаҳо, ресторанҳо, дар ҳама ҷо фарёд мекунанд Фарухро. чунон тавонисти ки дар бо ҳамин як жанри худ як роҳ ёфтааст, ба дили ҳама аллакай ҷой ёфтааст. дар ҳақиқат ҳам чӣ гуна мешавад ҳамин гуна ҳолатҳо? чӣ заказ мекунанд шуморо? ҳамроҳи ки меравед? барои ки ягон бор шуморо ҳамроҳи Натан кам меравед, ҳамроҳи Натан? Да, я надидам ҳамроҳи Натан дар саҳна шуморо. Мы уже, так как у нас мало песен совместных, и по большей части я выступаю со своей группой, это живая музыка с моими ребятами, и мы исполняем мировые песни, хиты, вот, поэтому я думаю, что это и ответ к этому вопросу, потому что мы играем вживую другие песни, не свои, с ребятами, а в заведениях, которые открываются и зовут нас на открытие, им нужна шоу, им нужна группа и совсем другая атмосфера. Естественно, мы с Натаном выступаем. Вот последний раз, когда мы выступали в Роял Клаб, там Джанага, если вы знаете, какой исполнитель,
Да, и вот нас пригласили, мы с Натаном там просто четко выступили, было очень бале красиво. реклама шудидем, бароям гуфтаи судам ки шояд аз ин сол аллакай дар ҳама фестивалҳо аллакай естественно, тут это зависит от формата мероприятия, например, если что-то в заведении, например, я выступаю с группой, и еще заказчик, когда звонит и говорит нам, ну, заказывает, скажем так, наши услуги, он спрашивает, типа, вместе с группой, и вот, я выступаю по большей части, очень много я выступаю со своей группой. Потому что эти ребята, они со мной начинали, и это очень красиво. Да, конечно. Наш бенд сейчас очень хорошо продвигается, все ровно делаем, и не делаем такие очень-очень мега дорогие расценки, чтобы и им было удобно, и нам было удобно. Действительно, если хотите, чтобы у вас на мероприятиях выступали Натан и Фарух, звоните им, пишите. Ребята с радостью у вас выступят. Они действительно зажигают. И я могу сказать еще одну причину, почему везде Фарух. Ты так сказала? Ты почему это ты везде? گفتم که ما اسمانیست وقتی که در جایهای خودمون چند بار فریاد کرده بودیم در فیلم مثلا وقتی فریاد کرده بودیم من همون روز رفتم که فاروق بود چون که من خودم به حد دوست می‌دارم. Знаешь почему? من با میدونی چی مخلص وقتی که من استوریس میکنم در یاد باشه کالیان وقتی اومده بود گفتم چرا تو استوریس نمیکنی؟ فاروق هر وقت همه اونها رو استوریس میکند نه تنها از من رو از همه رو و این خیلی هم خوب است وقتی میفهمی که همون یک کانکت هست بین همون سرایانه. Местами от тебя прям прет твоей меркантильностью, если честно. Я согласна. Не, на самом деле Фарух очень лояльный. И плюс почему он везде? Потому что его любят. Он сам по себе хороший человек. В нем нет вот этой звездной болезни, которую, я надеюсь, ты никогда не подхватишь. Что ты, что Натан, чтобы нам всегда было вот так комфортно общаться, видеться. Потому что, как бывает, зовете на мероприятие людей, они вроде бы замечательные певцы, певицы, но при этом вы общаетесь, у тебя начинается вот это отторжение этого человека. С вами такое никогда не происходит. Вот почему вас хотят звать, приглашать все чаще и чаще. Поэтому сохраняйте себе эту изюминку, эту прекрасную простоту. Я очень сильно постараюсь. Натан, ты я постараюсь стать сначала более популярнее, а потом сохранить в себе это. Я уверена, у тебя это получится, Натан. Я не сомневаюсь в этом. Наше время подходит к концу. Это был прекрасный час с вами, ребята. Как вам у нас? Давайте последние слова перед премьерой песни «Ночи». Отлично, очень-очень понравилось, очень атмосферно, очень легко общаться. Нет, ну, у тебя есть ощущение, что мы на радио? Нет, мы просто сидим, как будто общаемся с ребятами, и все. В этом и смысл. В этом, да, то есть ребята профессионалы, и перед тем, как слушатели услышат нашу новую песню, хочу сказать спасибо, что позвали, это было классно. Приятного прослушивания и так далее. Да, я добавлю еще. Я еще раз хочу, еще 1000 раз хочу поблагодарить своих ребят со студии, которые очень важную роль играли в творении этой самой композиции. В общем, спасибо вам огромное за то, что пригласили. Это, как всегда, на уровне, профессионально. Я вас обожаю, ребята. Сухробу привет, Хаку привет, привет, Яники, Ройс, всем ребятам из «Звук». Спасибо, что верите в нас и постоянно работаете с нами. Вот, я думаю, в дальнейшем, да, естественно, сделаем еще крутые треки и поднимем Таджикистан на новый уровень, масштабный международный уровень. Хватит уже прятаться в тени. Везде Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан уже показали своих звезд на мировом уровне. Только остались мы, таджики. И я думаю, у нас есть все шансы, определенно все шансы, которыми мы должны воспользоваться. И от вас, только вот слушателей, только одно хотим. Поддержите всегда наших соотечественников. Мы работаем днем и ночью, чтобы вас радовать и поднять наш флаг. Спасибо вам огромное еще раз. در نوبت خود ما نیز از شما تشکر میکنم که پیشنهاد ما رو رد نکردید اومده. در حقیقت من و خوبا نیز یک حالت خیلی هم خوب داشتیم، یک صحبت خیلی هم گرم داشتیم همراه شما و این برنامه دیفچت بود. هر روز پنجشنبه شنوندگان عزیز شما میتوانید با موج 95.5 FM پیوست شوید و همراه ما باشید و شاید که از هفته دیگر و یا از ماه مارت علاقه شما نیز میتوانید همراه ما هم صحبت شوید. Да, так и есть. С вами были ваши любимые, очаровательные, неповторимые девчат. В студии с вами была Хубон.
Султановна и наша прекрасная Фарида. Мы пытались 2 часа развеселить вас. Наши гости были Фарух Хасанов, Натан Душевный, которые пришли, не отвергли наше предложение, за что вам огромное спасибо. Вы джентльмены. И перед тем, как у нас будет премьера песни, давайте я поставлю песню, и вы будете параллельно петь вживую. Как вам такое? Супер. Это, кстати, Раз. отличный вариант, да, так будет намного... Раз, веселее. 2, 3. Leave. Погнали. Эй. Наш бесконечный разговор оба правы теперь. В моем стакане только боль, как он моя дверь. Все, что я вспоминаю, снова, но нет, не вернусь. С кем ты теперь, не знаю, но не пойму твою суть. Ведь мы были с тобою больше, чем можно представить. Хочу забыть тебя, но чертова память напомнит о тебе, когда увижу опять тебя среди толпы, но тебя нет там и я. Вспоминаю наши ночи, где любили мы, где вместо точек многоточие. Как же прекратить не думать о тебе? Как ты там не думать о тебе? Мне никак. Вспоминаю наши ночи, где любили мы, где вместо точек многоточие. Как же прекратить не думать о тебе? Не думать о тебе. Мне никак. Забыть, собраться, инста-стори, инсталляция. Как из причины жить как-то иначе. Ты стала лишь поводом накидаться. И на деле все недели повтор. Раньше до тебя, теперь до пара в авто. Память отправила, что правда, то правда. Забыть тебя мне нелегко. Я выдумлю снова на буке песню для танцев. Себе не разобраться, будто бы по накатанной я закрываюсь пальцы. Новая, но ведь неёкая. С кем бы, да сколько бы я ни пытался, так ярко горит. Это лекарство от моей любви. Знаю, не вывезу память на привязи. Держит и снова у бара один. Вспоминаю наши ночи, где любили мы, где вместо точек многоточие. Как же прекратить не думать о тебе? Как ты там не думать о тебе? Мне никак. Вспоминаю наши ночи, где любили мы, где вместо точек многоточие. Как же прекратить не думать о тебе? Не думать о тебе. Мне никак. Божественно, божественно. Это был Фарух Хасанов, спел целую песню для вас. Не один куплет, не 2, а целиком. Еще раз спасибо. Слушайте нас и не переключайтесь. Новая